8 октября 2013 года, как говорится, все прогрессивное общество Республики Саха отметило 50-летие якутского телевидения. В этот день состоялось открытие памятного СРГ у стен национальной вещательной компании. Saha Federal Kampanya adın ürdüklük tutan kalbet çeşkidiler, bilgi, bugün ol belediler, toyun sevgini, aharlı, turalı. Ona neşedül, bu kabarlıktan, bu ürdüklüğüyle, ürdüklüğüyle ardıdan turamın, ilgi tükakıdiler, ondan keler külüne ayırlı etler, öste zamanı üreliyaktıra kamsayaktıram, bilgi kampanyamıdadın ürdüklük tutukları yemin, eğlenen duramın, toyun sevgini, aharbudun köngülle. Далее все гости переместились на площадку перед входом в новый павильон УВК Саха. Церемонию продолжил Алгысчыт, благословитель Иван Васильев, с традиционным обращением к верховным божествам, кормлением духа огня. Артисты театра танца исполнили ритуал по кумусопитию. Юбилеем и с открытием нового павильона собравшихся поздравил заместитель председателя правительства Александр Борисов. Я думаю, что сегодня без средств массовой информации, без нормального телевидения наша республика не могла бы быть республикой. Она была бы просто территорией. Поэтому на сегодня очень важна роль телевизионного вещания, радиовещания, всех средств массовой информации. И информация сегодня – это огромное, важное средство для политики, для социального развития нашей республики. Я поздравляю всех вас с 50-летием телевизионного вещания. И вот сегодняшний день – это одно из мероприятий цепи, плановых мероприятий по встрече 50-летия вещания Республики Саха-Якутия. Дорогие ветераны, мы поклоняемся вам. Вы очень много сделали. Мы получили от вас эстафетную палочку. Я думаю, что мы достойно принесем их для будущих поколений. Он также вручил приветствие от имени президента республики. Вице-спикер новоизбранного республиканского парламента Ольга Макиенко была лаконична. Телевидение, которое появилось практически в 20 веке, является одним из тех изобретений, которое является, наверное, самым главным и, возможно, гениальным. Оно легко вошло в нашу жизнь. Именно посредством телевидения в начале 60-х годов Россия и все уголки нашей республики узнали о том, как мы здесь живем. Я поздравляю вас с этим 50-летним юбилеем, с праздником вас. Одним из главных гостей праздника стал первый заместитель генерального директора технического центра телевидения и радиовещания Андрей Ребров. В этот знаменательный день коллектив национальной вещательной компании «Саха» сделал себе замечательный подарок, завершив строительство аппаратно-судебного комплекса, который мы сегодня торжественно вместе открываем. И буквально недавно мы принимали участие в закладке первой свадьбы этой студии.
И можно сказать, что сегодня, Иван Михайлович, ваши планы реализованы, но впереди еще новые творческие планы, новые технические возможности использования этого аппаратно-студийного комплекса, освоение новых технологий, освоение новых медийных средств, распространение региональной программы телевидения. Еще раз вас всех с юбилеем. От имени ветеранов якутского телевидения выступила легендарная Лера Белолюбская. Яркой была речь директора телевидения НВК Саха Олега Маркова. Сегодня мы открываем новый 50-летний телевизионный сезон. Всего лишь пару часов назад мы подписали первую неделю вещания 24-часового городского канала. И сегодня мы войдем в новый павильон. Сегодня мне вполне приятно и волнительно то, что мы получаем эстафетную палочку у наших уважаемых ветеранов. Все наши ветераны, все люди, которые работали в телевидении с самого начала, все мечтали, операторы, режиссеры, ведущие, редакторы, чтобы работать в большой просторной студии. И этот день настал. Я от всей души благодарю всех людей, которые были причастны к строительству этого павильона. От имени дирекции телевидения, от всей души благодарю Ивана Михайловича за то, что наша большая мечта сегодня осуществилась. Пусть этот павильон зажжет новые имена, пусть этот павильон откроет новых героев. Спасибо. После разрезания алой ленточки гости прошли новый павильон. Президент компании Иван Андросов с гордостью показывал новую студию, рассказывал о технических возможностях и новинках. Здесь может поместиться около 100 гостей, можно въехать на джипе или же устроить боксерские поединки. Что ж, еще раз с праздником вас, коллеги и зрители, с юбилеем якутского телевидения. Вы смотрели репортаж Ларисы Бай.